Здравствуйте, интервью на БСТ, в студии Алия Тагирова. И совсем скоро в Уфе пройдет одно из главных событий в мире музыки – фестиваль. Денис Мацуев приглашает, и я представляю Артура Назиуллина, директор Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, который об этом фестивале знает лучше всех. Артур, здравствуйте. Здравствуйте, Алия. Традиционно, то есть это уже второй фестиваль. Вот скажите, пожалуйста, можно же уже говорить, что это традиционное мероприятие? Безусловно, можно говорить о традиционной дружбе Госоркестра и Республики Башкортостан с нашим большим творческим партнером и другом Денисом Мацуевым. Вот это точно традиционно. И, конечно же, мы очень благодарны главе Республики Башкортостан Ради Фаридовичу за поддержку данного фестиваля, потому что то, что Уфа и так является культурной столицей. Те потрясающие концерты высокой, духовной, академической музыки, которые проходят в Уфе, подкрепляются каждый год потрясающим фестивалем. Блистательная команда победителей конкурсов Чайковского, Рахманинова, Астана Пиано Пэшн, Гранд Пиано Компетишн. Это все проекты, которые курирует в том числе Денис Мацуев. Изумительные молодые совсем ребята приедут в Уфу выступать с госоркестром в нашем концертном зале Башкортостан. Вот это культурная прививка, которая каждый год, вы правы, традиционно у нас проходит. Можно как-то коротко рассказать о программе? То есть 4 дня, я уверена, что они будут очень насыщенными, но чтобы хотя бы зрители могли понимать. Мы будем так говорить, от классики до джаза, потому что 2 первых вечера – это классическая музыка, конечно же, музыка западных композиторов, русская музыка. 3-й вечер это будет из госоркестра, такая джазовая импровизация. И я могу сказать, как неизменный участник проектов Дениса Мацуева, и в том числе в этом концерте я тоже буду принимать участие. Мы до сих пор не знаем, что мы будем исполнять. Это всегда импровизация здесь и сейчас. Кстати, вот, в прошлом году у вас было великолепное джазовое исполнение. Скажите, это тоже была импровизация? Конечно, конечно. Причем мы с Денисом, перед концертом мы попробовали минуты 3, поняли, что мы друг друга чувствуем и понимаем, и это каждый раз происходит. Я думаю, кто это видел в прошлом году, в этом году с удовольствием захотят испытать эти эмоции еще раз, а те, кто не видел, я думаю, что это будет действительно сюрпризом. Но что касается подготовки, вот экспромтом, но вот сейчас оркестр, допустим, я не знаю, может быть, какие-то партитуры, какие-то ноты уже изучает, к чему-то готовится. Но говоря про импровизацию, я сейчас говорю, конечно же, про джазовый концерт. Госоркестр не может себе позволить, как уважающий себя коллектив, прийти на репетицию либо на концерт неподготовленным. Безусловно, сейчас уже идут репетиции, оркестр учит текст, а вот с солистом абсолютно не обязательно встречаться заблаговременно сильно, достаточно репетиции перед концертом, просто понять друг друга, договориться о каких-то нюансах, и выйти на сцену. А коллектив, конечно, коллектив готовится. Но это мировое событие в любом случае. Вот скажите, пожалуйста, гостей, зрителей откуда ждете? Поступают ли какие-то заявки с желанием приобрести билеты и приехать в эти дни в Уфу? Уфа собирает действительно любителей высокого искусства из многих регионов, из столицы нашей страны, но билетов-то давным-давно нету. Безусловно, понимая, что мы хотим делиться истинным искусством с нашим слушателем, оркестр проводит прямые трансляции концертов, и любой желающий в любой точке нашей планеты может подключиться. Каким образом? Где через искать? Сайт оркестра, через соцсети оркестра подключиться и смотреть в онлайн-режиме потрясающую съемку с 8 камер, с роскошным звуком. Это все мы делаем. Конечно, этого события ждут не только зрители, но и молодые музыканты. Будет ли у них возможность пообщаться с Денисом Мацуевым? Будут ли какие-то мастер-классы, какое-то общение кулуарное? Безусловно, будет возможность и попасть на открытые репетиции. Перед концертом мы даем такую возможность, люди записываются, чтобы попасть на открытую репетицию. И, конечно же, в рамках фестиваля фонд «Новые имена» воспитанниками, которого являемся мы, и я, и Денис Мацуев, и вся наша команда, будут проводить мастер-классы для детишек Республики Башкортостан на базе Уфимского училища искусств. И вот это как раз очень важно, помимо концертной составляющей, которая видна всем, работа с детьми Башкортостана. Мы очень дорожим этим отношением фонда «Новые имена» Дениса Мацуева именно к подрастающему творческому поколению нашей республики. Наши детишки обязательно позанимаются с выдающимися педагогами. Мне кажется, эта встреча еще и такой задел на новые проекты совместные.
То есть, Безусловно. может быть, педагогические даже, и не только на территории нашей республики, а в целом для молодых музыкантов страны. Конечно, потому что по итогам, например, мастер-классов и прослушивания на стипендии люди получают, молодые ребята, искорки, как мы их называем, получают возможность показать себя уже на федеральной сцене. Так и я в свое время выехал из Уфы родной, так и Денис выехал из своего родного Иркутска. Вот нас всех по крупицам собирали в регионах нашей огромной родины. И наши же ребята также имели возможность в прошлом году пройти на стипендию фонда, получить поддержку, получить участие в проектах вне Республики Башкортостан, в знаменитой творческой школе в городе Суздаль, которая уже более 30 лет собирает умопомрачительных, просто в хорошем смысле слова, детей со всего мира. Вот такой, казалось бы, небольшой древний город нашей страны собирает уже больше 30 лет самых ярких талантов в сфере исполнительского искусства. И наши ребята, конечно же, попадают благодаря, будем так честно, откровенно говорить, нашей дружбе, на теплому отношению Дениса Мацуева к республике, на такие проекты. Мне кажется, учитывая то, что Денис Мацуев сам из региона, и он тоже такое большое внимание именно региональным молодым музыкантам уделяет. Что касается фестиваля, вот лично его мнение, как он оценивает эффективность, значимость этого фестиваля? Я могу сказать честно, замечательно, что в Башкирии есть такой фестиваль. Он, конечно же, далеко не единственный у Дениса Мацуева как фестиваль с таким наименованием, но то, что мы проводим на высоком и организационном, и профессиональном уровне, то, что, безусловно, такого уровня музыканты доверяют Госоркестру Башкортостана, доверяют не только выступая здесь, на этой сцене, но выступая с этим коллективом, который организовывает фестиваль в главных концертных залах нашей страны. Это огромная честь. Это огромная честь для нас, для культуры республики в целом. Давайте тогда, вот у нас есть возможность поговорить о самом коллективе в целом. Вот что нового в этом году произошло, то есть вот какие изменения? Слава Богу, вы знаете, не трогай, тогда ничего не поломаешь, так обычно говорят. Но мы благодарны главе Республики Башкортостан за придание дополнительного статуса и переименование коллектива в Государственный академический симфонический оркестр. Конечно же, то внимание, которое республика уделяет и абсолютно правильно уделяет настоящему искусству, высокому искусству, которое, безусловно, в хорошем смысле слова может пропагандировать и рекламировать, в том числе республику, на мировом уровне. Это только искусство. Мы всегда говорим, и мы замечательно знаем наших замечательных спортсменов. Да? Они потрясающие. Например, тот же самый хоккейный клуб, он же континентальная лига, а у симфонического оркестра нет никаких препятствий. В любой точке планеты Земля есть симфонические оркестры, в нашей стране их более 90 по срезу, а во всем мире это несколько десятков тысяч. То есть это очень конкурентный рынок. И, конечно же, то внимание, которое уделяется сейчас настоящему искусству, нас, тружеников этого тыла культурного, очень радует. А что касается гастролей, насколько они сегодня возможны? Слава Богу, они есть. Вы знаете, санкции... Может быть, новые страны? Вот вы абсолютно правы. Санкции – это же только определенная часть мира. Да, она, безусловно, интересная часть мира. И те концертные залы, которые сейчас по определенному на нас смотрят. Но на этом планета Земля не заканчивается. Открываются абсолютно новые потрясающие направления. Это и... азиатские направления, это и арабский мир. И у нас уже есть предварительные разговоры, в том числе и с господином Мацуевым, о гастролях и в Арабских Эмиратах, и про Саудовскую Аравию, и, конечно же, огромная Поднебесная, как Китай, являются огромными поклонниками творчества Дениса Мацуева. Я думаю, что это мы все реализуем. У нас прекрасная площадка и в Уфе, и мы готовы принимать замечательных наших друзей, и единомышленников, в хорошем смысле слова, в творческом плане на наших площадках. Поэтому творческий обмен идет, невзирая ни на что, что происходит вне всего творческого процесса. Потому что я вообще всегда придерживаюсь, знаете, мнения, что только культура может объединить весь мир. Это истинное, это идет
откуда-то свыше, из глубины души, мы можем сделать очень многое. Наступает лето, и не только календарное, но и даже по погоде, можно сказать. Учитывая то, что на ваши концерты порой сложно достать билеты, и они раскупаются уже за полгода. Что касается концертов на открытой площадке, что планируется, что готовите этим летом? Вы знаете, у нас коллектив очень поздно уходит в творческое плавание, будем так говорить, на каникулы. Сезон закрывается 27 июня, а 29-го открывается летний фестиваль. То есть как бы сезон закрылся, а работа продолжается. И, конечно, летний фестиваль будет состоять из нескольких концертов. Безусловно, это не только город Уфа. Мы очень трепетно относимся к малым городам и в целом городам Республики Башкортостан, выступая при этом на главных сценах нашей страны. Мы не забываем про совсем малые города республики, потому что там живут люди, и они, конечно же, должны иметь, а мы обязаны дать эту возможность прикасаться к великому. Вот мы поедем в города Республики Башкортостан, будут концерты в Уфе, потом ненадолго совсем музыканты передохнут, уйдут на заслуженный отдых, и замечательный проект, фестиваль на открытом воздухе, вот как вы говорите, «Романтика осени», который начнется чуть-чуть раньше, чем осень. Это будет самый конец августа, в преддверии 450-летия города Уфа. Проект, который курирует глава Республики Башкортостан. И на самом деле даже наименование личная идея была Ради Фаридовича, «Романтика осени», вот пройдет в 3 вечерах на Советской площади. Ну и завершая нашу беседу, давайте еще раз проанонсируем, в какие даты пройдет фестиваль «Денис Мацуев приглашает» и где могут зрители, может быть, пообщаться, встретиться с известным музыкантом. Вы знаете, фестиваль пройдет с 28 по 31 мая в концертном зале «Башкортостан». Те, кто успел приобрести билеты, конечно, смогут насладиться и услышать изумительную музыку в исполнении гениальных музыкантов на сцене. Все, кто не успел, конечно, могут подключиться к прямым трансляциям концерта. Ну и я хотела бы добавить, что можно смотреть и телеканал БСТ, который все эти дни активно будет рядом с вами. Я надеюсь, что Денис Мацуев придет и в нашу студию. Спасибо огромное. Дорогие друзья, Артур Назиуллин, директор Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, был гостем программы «Интервью» на телеканале БСТ. Нам остается пожелать всем вам удачи и ждем на концертах. До встречи.